Елабуга. Многие знают его как типичный русский город с яркой купеческой историей. Но он не так прост, как кажется, и здесь немало другого колорита. Например, татарского. Открываем для вас другую Елабугу, и это Алабуга. Елабуга давно уже отметила свое тысячелетие. Этот город помнит разные времена – и Волжской Болгарии, и Золотой Орды. Об этом свидетельствуют и остатки древнего городища на высоком берегу Кама. И, конечно, название города, который тоже имеет тюркское происхождение. Кажется, эти земли до сих пор помнят вихри военных набегов, стук копыт лошадей и звуки татарской сабли. С тех пор утекло много камской воды, прошло немало столетий. Наступило время мирного созидания. С конца XVIII века в уездном городе Елабуга была уже татарская слобода. В 60-е годы XIX века здесь проживало более 400 мусульман, а в 1840-е годы елабужские татары построили мечеть. При ней работал и мектеп. В начале XX века в Елабуге открылось даже татарское женское училище. И сегодня на углу улиц Московской и Тукая сохранились татарские дома середины XIX века. А вот мечеть уже новая, но азан по-прежнему звучит на берегах Камы, напоминая о скоротечности нашей жизни. Какими же были жители татарской слободы Елабуги? Об их благотворительных делах и сегодня вспоминают потомки. Например, купцы Ахмед Шакир Заитов, Мухаммед Вали Аль-Мухамедов, Багаудин Мратов построили в Елабужском уезде мечети и школы. Помогал разным людям и елабужский купец Гафиатулла Фахрудинов. Он торговал яблоками и жил на улице Тойминской. Сохранился даже старинный дом, где жил Гафиатулла Бай. Впрочем, лучше всего о нем расскажут потомки. Слово правнуку купца Ильгизару Ахмедову. Мой прадед умер в 1934 году, а я родился через 19 лет только. Я его представляю со слов моей мамы. Она помнит хорошо этот день, когда дедушка умер. Ей было тогда 8 лет. Произошло это в доме на Тойминском, в старом дедушкином доме на Тойминской. Был он невысокого роста, рыжий, очень интересная походка у него была, тяжелая поступь, вот такая тяжелая, лап ходил дедушка. Вот по рассказам моих тетушек, даже после смерти его, когда они приезжали сюда, в Елабугу, очень многие люди со слезами на глазах вспоминали дедушку, про дедушку моего, о том, как он много помогал для бедных. До революции елабужские татары занимались самыми разными промыслами. Конечно, торговля оставалась той сферой, где они добивались впечатляющих успехов. Вот и обычный елабужский мещанин по фамилии Гайсин, сколотив капитал, в конце XIX века открыл в центре уездного города на улице Казанской свою гостиницу. Это был выгодный бизнес, так как приезжавшие сюда татары предпочитали останавливаться именно в мусульманских номерах Елабуги. На этой же улице находилась Елабужская женская гимназия. Многие гости города слышали о том, что до революции здесь училась звезда советского кинематографа Марина Ладынина. Но мало кто знает, что в гимназии училась еще одна знаменитость – звезда дореволюционного татарского театра Ашраф Синяева. Она была первой профессиональной актрисой татарского театра. Режиссеру Корееву стоило немалых усилий уговорить актрису
перейти на службу из Московского театра в труппу «Саяр». Именно она впервые исполнила роль Галия Бану в казанской постановке легендарной пьесы. Жизненный путь Ашраф Синяевой был очень коротким, но ее имя осталось в истории татарского театра. Революция и гражданская война изменили многое в городе. Богатые татары покинули Елабугу. Однако советская власть в Елабужском уезде все равно не могла игнорировать татарский фактор. На той же Казанской улице города есть одно здание, почему-то без таблички. Там находилась мусульманская секция Елабужского уездного исполкома. Это подразделение советского органа власти работало до начала 20-х годов. В это время в Елабуге были организованы татарские учительские курсы, ставились спектакли на татарском языке, проводилась самая разная работа по пропаганде новой власти среди населения. В 1925 году оказался в этом городе знаменитый спортсмен, чемпион России по боксу 2015 года Нурмухамед Алимов, более известный как Карамалай. Война и революция вынудили московского татарина жить и трудиться в разных уголках большой страны. Больше года Нурмухамед Алимов руководил Елабужским кантонным исполкомом. Это здание находится на улице Большой Покровской. В марте 1926 года Карамалай уехал из Елабуги, его перевели на другую ответственную должность. Но одни татары уезжали из советской Елабуги, другие приезжали. Меняются времена и люди, а на высоком берегу Камы так и стоит прекрасная Алабуга.